Цивильная авиация в Ингушетии в новинку. О спортивных самолетах до сих пор мало кто знал. Но сейчас интерес к сверхлегким воздушным машинам с каждым годом только растет. Доказательством тому стал фестиваль «Слет легкомоторной техники», который впервые прошел в республике летом прошлого года. Воздушные машины своими танцами в воздухе в прямом смысле этого слова покорили небо над Ингушетией. Сбором и организацией команд пилотов занималась компания «Небосвод Авиа», которая заранее вела переговоры с пилотами из разных городов. На приглашение наших авиаторов откликнулись многие регионы. И сегодня авиаинженер, сотрудник концерна международной авианавигационной системы Ильяс Илиев вновь прибыл в республику с предложением провести еще один слет к 25-летию региона. По задумке пилота в этом году фестиваль будет более масштабным. На авиашоу в Ингушетию планируют пригласить до 30 легкомоторных самолетов с различных уголков страны. Круизные, пилотажные для туристических маршрутов и самолеты ДОСААФ России. К нам уже прилетело порядка 7 бортов, причем они были из Москвы, из Питера, из Пятигорска были ребята. Вот, значит, еще даже с соседней нашей республики, Северной Осетии, Алания, прилетела группа, кстати, самых таких надежных и хороших пилотажников, они показали пилотаж. Вот, были проведены экскурсии. На слете легкомоторной техники команда ингушского отделения ДОСААФ показала зрителям свой первый самолет Ан-2. А на этом паралете любители спортивных самолетов обучаются основам пилотажа. Занятия проводит президент Ингушской федерации сверхлегкой авиации Хусен Кадзоев. Курс проходит где-то неделю, а мои ученики, 2 ученика, можно сказать, за каких-то 5 часов уже научились, летают самостоятельно, поднимаются, сажают с пассажиром и без. У нас очень способные ученики. Пока их мало, надеюсь, будет побольше еще. В этом летом, наверное, думаю, набрать человек 10. А дома у Хусена Кадзоева расположился своего рода авиамузей легкомоторных самолетов. Здесь и авиатика, на котором когда-то летал отец Хусена Хамадхан Кадзоев. А еще один легкомоторный самолет пилот смоделировал сам. На первый взгляд даже не скажешь, что эта техника способна преодолеть расстояние в 1000 километров, а то и больше. Но именно им предстоит украсить авиашоу, если идея о повторном проведении фестиваля получит поддержку у руководства республики. Надо бы еще отвезти ее в Москву, надо плановый ремонт провести, это обязательно. Специалист по развитию легкомоторной авиации Ильяс Илиев высоко оценивает потенциал региона. Техническая база вполне хорошая, и если продолжить развивать это направление такими же темпами и создать авиаклубы, то через несколько лет нам не будет равных. Уже ребята, некоторые, значит, люди, значит, в виде инвесторов, они уже прорабатывают такие, значит, предложения, чтобы купить какую-то легкомоторную, то есть одномоторный самолет, сухопутный, однодвигательный, двухместный, четырехместный, чтобы здесь уже как бы был свой авиационный парк. То есть парк самолетов, чтобы можно было здесь производить полеты, а где летать и что показывать у нас есть. Более того, фестиваль послужит хорошим шагом к развитию авианаправления в регионе, что в свою очередь будет способствовать и развитию туризма. Ведь пейзаж, открывающийся пилотом с высоты птичьего полета, не может никого оставить равнодушным. Развивать здесь непосредственно аэродромы, которые будут, скажем так, осуществлять туристические маршруты. Также вести подготовку спортсменов. Не обязательно с Республики Ингушетия, можно приезжать, чтобы со всех регионов. Даже я должен отметить тот момент, что наша республика и соседние республики, они лежат в горных местностях, а это означает то, что для развития и прописания некоторых правил, значит, полетов в горах, да, это самое подходящее место. Словом, фестиваль легкомоторной техники пока только в планах, но уже 8 марта ингушские авиаторы планируют провести показательные полеты с выполнением фигур пилотажа, в том числе и со зрителями в качестве пассажиров. Ферида Миршоева, Магомед Урусханов, Новости 24.